Алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 9 июня 2025 года, 16 часов 1 минута по Берлину, 17 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Всем тем, стрим наш идет только лишь на YouTube-канале Reality. И всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Сегодняшний наш стрим я назвал «Дальний Восток отдали Китаю ради спасения Путина и учреждения ФСБ». Давайте об этом и многом другом поговорим. Задавайте вопросы, те, кому это безопасно. Распространяйте ссылку. Ну и давайте пообщаемся в нашей ежедневной программе, в прямом общении со зрителями и подписчиками. Ну, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено 970 русских боевиков, 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы уничтожено, 1 РСЗО система, 167 БПЛА сбито, 123 автомобильной техники и цистерн уничтожено. Слава Украине, слава ЗСУ, как говорится. И пока мы собираемся, и другие темы мы обсудим позже, я бы хотел вам рассказать о ситуации. Валейк салам, позитрон, Шамиль, всех приветствую. Хотел бы рассказать о хронологических событиях, произошедших между Россией и Китаем. Почему Китай возвращает свои земли? Давайте поговорим. Исторический контекст. 19 век, передача территорий Китаю и договоры 1858 года. Айгунский договор. Россия и Цинская империя подписали Айгунский договор, который определил границу между странами по реке Амур. Левый берег Амура от реки Аргунь до устья был признан российской территорией, а Уссурийский край, территория от впадения реки Уссури в Амур до моря, остался в общем владении до дальнейшего разграничения. Этот договор был первым шагом закрепления Дальнего Востока за Россией. Но он также вызвал недовольство в Китае, так как Цинская империя была вынуждена подписать его в условиях слабости после опиумных войн. В 1860 году Пекинский трактат. Подписан Пекинский трактат, который закрепил за Россией Приморье, Уссурийский край. Граница была проведена по рекам Амур, Уссури и протоке Казакевича, что дало России полный контроль над этими реками. Этот договор часто рассматривается в Китае как неравноправный, что позже стало основой для обсуждения возвращения земель. Конец 19-го, начало 20 века. Китайско-восточная железная дорога. Россия построила Китайско-восточную железную дорогу в 1896-1903 годах через территорию Маньчжурии для связи с Дальним Востоком, Дальнего Востока с Центральной Россией. Это был масштабный инфраструктурный проект, который сопровождался созданием русских поселений в Китае, например, в Харбине. В 1952 году СССР передал железную дорогу Китаю безвозмездно, что рассматривалось как жест доброй воли для укрепления советско-китайских отношений. В 1969 году советско-китайские отношения и пограничные вопросы. На фоне ухудшения советско-китайских отношений произошел вооруженный конфликт на острове Даманский, река Уссури. Это был один из самых серьезных эпизодов, подчеркивающий напряженность вокруг спорных территорий. Конфликт завершился без значительных территориальных изменений, но он усилил недоверие между странами. Очень много китайцев было убито, просто сожжены, как нам рассказывали, советской стороной. 1991 год. Соглашение о границе.
После распада СССР Россия и Китай подписали соглашение о границе, которое оставило нерешенными вопросы принадлежности ряда островов на реке Амур, например, Большой Уссурийский и Тарабаров остров. Это создало основу для дальнейших переговоров. В 2004-2005 годах демаркация произошла российско-китайской границы. В 2004 году Россия и Китай подписали соглашение о демаркации границы, которое завершилось в 2005 году. В результате Китай получил 337 квадратных километров территории, включая западную часть острова Большой Уссурийский, остров Тарабаров и участок в верховьях реки Аргунь. Это было представлено как урегулирование последнего спорного момента в российско-китайских отношениях. Однако в России передача территории вызвала протесты, особенно со стороны КПРФ и жителей Хабаровского края, которые указывали на потерю земель, включая дачные участки без компенсаций. Китайские СМИ и соцсети восприняли это как символ дружбы, но некоторые китайские блогеры напоминали о неравноправных договорах XIX века, подразумевая, что Россия все еще владеет исторически китайскими землями. 2009 год. Здесь стоит отметить, что с момента прихода Путина к власти и после того, как он уже начал свой план, вначале он, конечно, очень сильно подлизывался Соединенным Штатам, Великобритании, мы все это помним. Помним, как Джордж Буш стучал как шнурку Путину по плечу. И, в принципе, отношение такое было. Путин лизал пятки американцам, просто как только мог. Вообще, ФСБ и сама система, вот это учреждение КГБ СССР, пытаясь выжить, боясь, что американцы, Запад начнет с них спрашивать, лизали пятки, очень сильно лизали пятки, отдавали все, что просили, главное, чтобы сохранили учреждение. Как, в принципе, сейчас это мы наблюдаем заново, снова. И потом, когда уже Путин понял, что это где-то в 2004-2005 годах, он совершил, Патрушев, Путин совершили взрывы своих домов, своих россиян убили. И после этого совершили геноцид чеченского народа. Очередной этап геноцида чеченского народа совершила Россия. И понимая, что они уже становятся военными преступниками, что и рано или поздно им придется за это отвечать, они уже начали искать выходы в другую сторону, выходы на восток. И в 2004 году, когда эта демаркация происходила, уже начали пытаться заигрывать, ублажать китайского брата, старшего хозяина, точнее, брата это слишком. Братья, украинцы, кого они братьями называют, они нож в спину сажают. Хотят Крым забрать. Сейчас подробно я вам сейчас все расскажу. 2009 год, программа сотрудничества до 2018 году. Тогда уже в элитах, или в элитках российских уже начинают говорить, что нужно нам ориентироваться на Китай и так далее, потому что слишком кровавые преступления совершила фашистская Россия и КГБ, ФСБ, и они понимают, что дальше они будут заниматься экспансией, дальше восстановлением своей империи, и им нужно как можно быстрее заручиться поддержкой запасного варианта, запасного аэродрома. Россия и Китай подписали программу в 2009 году до 2018 года о сотрудничестве между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Она предусматривала совместную разработку российских месторождений, но перерабатывающие предприятия должны были строиться в Китае. Это вызвало критику в России, так как Дальний Восток фактически становился сырьевой базой, чем он сейчас и является, для Китая без развития местной переработки. В 2015 году передача небольшого участка земли. Россия передала Китаю приграничный участок площадью 4,7 квадратных километра. Это событие активно обсуждалось в китайских соцсетях, где некоторые пользователи видели в этом первый шаг к возвращению других территорий, хотя официально Китай не предъявлял претензий.
В 2015 году, уже когда началась уже война в Украине, и Россия поняла, что уже однозначно она уже не справляется, что Запад берет курс на поддержку Украины, и наскоком взять Украину не получилось, начали заигрывать снова с Китаем, возвращая вот небольшой этот участок, около 5 квадратных километров Китаю. 2010-2015 годы Россия начинает строить инфраструктуру вместе с Китаем. В рамках программы сотрудничества началось строительство мостов и дорог, связывающих Россию и Китай. 2010-2015 годы. Мост Благовещенск, Хайхэ, китайское название. Строительство автомобильного моста через Амур началось в 2016 году и завершилось в 2019 году. Это первый автомобильный мост, соединяющий Россию и Китай, открытый для движения в 2022 году. То есть, когда уже Россия широкомасштабно вторглась. Он стал частью транспортно-логистического комплекса в Украину, когда широкомасштабно вторглась в Украину. Он стал частью транспортно-логистического комплекса для экспорта российских товаров, в основном сырья, в Китай. Мост Нижнеленинская, Тунцзянь называется, китайское название. Железнодорожный мост через Амур, строительство которого началось в 2014 году, завершено в 2022 году. Он предназначен для экспорта сырья, включая лес и минералы. Реконструкция пунктов пропуска Покровска-Логухэ, Краскина, Хунь-Чунь и строительство автодорог для упрощения экспорта. Эти проекты часто критиковались в России за то, что они способствовали вывозу ресурсов, леса, минералов без развития местной экономики. 2015-2016 годы аренда земель Китаю. В Забайкальском крае и других регионах Дальнего Востока Китай получил аренду сотни тысяч гектаров земли, примерно 300 тысяч гектаров в Забайкалье для сельскохозяйственных и лесозаготовительных целей. Условия аренды до 70 лет с правом продления, то есть навсегда. Освобождение от налогов, отсутствие квот на иностранную рабочую силу вызвали опасения, что это фактически передача контроля над территориями. Некоторые источники утверждали, что за дарение Дальнего Востока Китаю, хотя официально это оформлялось как, что это дарение, оформлялось как экономическое сотрудничество. И по годам мы можем понять, что Россия начинает еще с 2015 году, когда она поняла, что Украину она не может победить, что Запад полностью взял сторону Украины. Россия, ФСБ, точнее, единственный орган власти, который контролирует, управляет и вообще является самой Россией, самой сутью этой России, ФСБ, КГБ СССР, они начинают заигрывать с Китаем, понимая, что они будут ввязываться в долгую, тяжелую войну против Запада в Украине, и им нужна будет поддержка. С братьями повоюем, поубиваем братьев, у них земли отберем, а китайцам отдадим это. Чисто по-братски, чисто по-братски. Китайские компании активно инвестировали в лесопильные предприятия в России, часто регистрируя их как российские, чтобы обойти пошлины на вывоз необработанной древесины. В 2018 году в России работало уже 564 китайских лесопилки. 2020-е годы северокорейские войска и дальнейшее сотрудничество. Для понимания я хочу объяснить ситуацию. Северная Корея как прокси армия и вообще контролируется Китаем и выживает за счет Китая. Чтобы вы понимали. Северная Корея ничего без Китая уже давно не делает. В 2024 году ввод северокорейских войск в Россию.
Это можно уже считать 2024 год, когда уже, считайте, ну там нам говорили про северокорейские войска, но в Курской области и потом в Украине самой мы видели пленных китайцев и северокорейцев. Убитых, пленных нам показывала украинская сторона, вот, что были пленные китайцы и северокорейцы. Отличить их мы визуально не можем, в принципе, так, чтобы на взгляд мы можем сказать. Но нужно полагать, что управляют этими северокорейскими войсками не российские генералы, а китайские генералы. И принимали в боевых участиях их не так много, хотя украинская сторона нам об этом заявляла, были убиты северокорейцы и китайцы, пленные были, но их задача была не война, не участие в войне непосредственно. И тем более потом нам говорили, что они принимали участие только в Курской области, то есть на территории России. Не участвовали непосредственно в Украине. Ну так нам говорили. Можно считать, вот это уже все, 24 год, когда уже договорились ввести войска, вели войска северокорейские и, я уверен, китайские, то вот с того момента Россия уже потеряла полностью контроль над Дальним Востоком, там, частью Сибири, еврейским автономным округом, Тувой, ну и другими регионами, которые Китай считает своими. В октябре 2024 года появилось сообщение, что Россия привлекла северокорейские войска для участия в военных действиях. Ну, в военных действиях нам не говорили, просто была такая информация, что они пришли там для охраны объектов там, и так далее, и так далее. Я считаю, что именно для этого. Для того, чтобы, видимо, был уже заключен договор с Россией. 23 год, 22-23 год для России были очень тяжелыми, очень тяжелейшими. И Россия испыталась найти выход из сложившейся ситуации. И вот те заготовки, которые они раньше делали, там, отдавая по чуть-чуть территории Китаю, там, где-то по чуть-чуть, где-то там на 70 лет огромные территории, пригодилось. Ну, в правильном направлении, значит, подстраховались, так сказать, КГБшники. И в октябре 2024 года появилось сообщение, что Россия привлекла северокорейские войска для участия в военных действиях, предположительно в рамках конфликта в Украине. По данным западных СМИ и разведок, около 3-12 тысяч северокорейских солдат были переброшены в Россию, в основном в Курскую область, для поддержки российских войск. Ну, немножко я с этим не согласен, но приблизительно десятки тысяч северокорейских солдат находятся на территории России. Некоторые, конечно, прошли боевую обкатку, китайцам, северокорейцам особо негде было воевать. И это такой хороший, уникальная возможность провести боевые действия, получить боевой опыт. Хотя я думаю, что это немного оттуда возвращались с боевым опытом. Это вызвало обеспокоенность в международном сообществе, так как указывало на углубление военного сотрудничества между Россией и Китаем, КНДР точнее. Однако прямой связи с Китаем в этом вопросе мы тогда не зафиксировали. Хотя все прекрасно понимают, что северокорейские войска это прокси-армия, ну приблизительно как Хамас российская и Хизбалла иранская. Вот точно так же Северная Корея это китайский прокси. 23-24 года. В 23 году Китай выпустил новую, обратите внимание, в 24 году вводятся войска, а в 23 году уже выпускает Китай новую стандартную карту мира, на которой часть острова Большой Уссурийский были обозначены как китайская территория, несмотря на договор 2004 года. Это вызвало спекуляцию о скрытых территориальных претензиях. Согласно утекшему несколько дней назад, якобы утекшему, но я полагаю специально слитому документу ФСБ, опубликованному в Нью-Йорк Таймс в 2005 году, некоторые китайские ученые исследуют следы древних китайских народов на Дальнем Востоке, что, по мнению ФСБ, может быть использовано для обоснования территориальных претензий. Однако эти данные официально пока не подтверждены и могут быть частью пропаганды.
Китай проявляет интерес к российской Арктике и Северному морскому пути, что, по мнению ФСБ, связано с желанием получить доступ к ресурсам и инфраструктуре. Это пока остается на уровне научного и экономического сотрудничества, но вызывает озабоченность на России. В связи с этим стоит учитывать, что фактически Дальний Восток и Сибирь, они вымирают. Женщины, об этом некоторые блогеры прямо открыто говорят, российские женщины ездят в Китай, где занимаются проституцией, где занимаются торговлей и другими делами. И у китайцев поощряется жениться на россиянке, и такая идет всесторонняя экспансия, такая медленная, тихая, демографическая экспансия. А в отличие от китайского населения, Дальний Восток все больше превращается, сталкивается с депопуляцией. Население региона сокращается из-за низкой рождаемости, миграции в центральные регионы и слабого экономического развития. Это контрастирует с густонаселенным северо-востоком Китая, что усиливает опасения о демографической экспансии со стороны Китая. По некоторым оценкам в России находится около 500 тысяч китайских мигрантов, из которых половина в европейской части, а другая половина в Сибири и на Дальнем Востоке. Эту цифру можно смело умножать на 3 и даже 4, потому что очень многие получают российские паспорта и представляются россиянами, женятся на россиянках и получают российское гражданство. Плюс, мы все понимаем, уровень коррупции, который есть на России, особенно вот в этих депрессивных, бедных районах. Дальний Восток все больше превращается в сырьевую базу Китая. Лес, минералы, нефть и газ экспортируются в Китай, тогда как перерабатывающие мощности строятся на китайской стороне. Это закрепляет асимметричную модель сотрудничества, где Россия поставляет сырье, а Китай технологии и товары. Знаете, мне это напоминает оккупацию Чеченской Республики Ичкерия. У нас строятся мечети, спортзалы, и выкачивается нефть, газ и все остальное. Ну и наши мужчины, которые в спортзалах и в мечетях одурманенные пропагандой, хороший рекрутинг идет вот этих солдат на войну, там, на свои вот эти бандитские вот эти войны свои для России. И ничего не строится, ни заводы не строятся, ни университеты не строятся, ни фабрики не строятся. Россия выкачивает у нас все, так же, как Китай выкачивает у России все. Ну, с чем я Китай поздравляю. Я думаю, русским не должно быть сильно обидно за это, потому что, они так всегда со всеми ведут. Поэтому, как говорится, Бог все видит. В китайских учебниках и СМИ иногда упоминаются неравноправные договора 19 века, а Владивосток, Хэйшунвэй и другие территории Дальнего Востока рассматриваются как исторически китайские. Однако официально Китай не предъявляет территориальных претензий к России, подчеркивая отсутствие взаимных претензий. Некоторые российские и западные источники утверждают, что китайские ученые и университеты проводят исследования. Вот о чем я сейчас только что говорил. Китайских ученых отдельно от государства не существует. Это только по заказу, только если китайская партия разрешит, вот они в этом направлении работают. Значит, это заказ государства. И вот то, что я сейчас вам все перечислял, это говорит прямо о том, что Дальний Восток, Сибирь, часть Сибири, все это будет уходить под Китай. Курилы, скорее всего, уйдут под Японию, потому что у японцев нет мирного договора. Точно так же имеют претензии, как китайцы имеют, хотя китайцы даже подписывали договора с Россией. Поэтому об этой части России уже можно забыть. Я полагаю, что это произойдет, ориентировочно до 28 года, возможно, до 27 года или в 27 году. Короче говоря, в ближайшие годы это все будет происходить. Как-то так, друзья. Вот сейчас мы видим просто открыто, как Россия сливает себя, сливает свои территории для того, чтобы выиграть в войне. Все подчинено. Знаете,
это в войне против Украины Россия использовала все, что только возможно было использовать. Все. Для России, для фашистской России, для КГБ, ФСБ было очень важно иметь отношения, близкие, тесные отношения с Израилем. Основные держатели ФСБшных общаков на территории России, как мы видим, лица еврейской национальности. Как известно, евреи в банковской среде и в международной валютной среде занимают очень хорошие позиции. И сами евреи проамериканцы, сам Израиль, все они проамериканские. Некоторые иногда даже Израиль называют 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. А деньги это самое главное для ФСБ. И они в этом плане, там разные Ходорковские, Березовские, там разные третьи, десятые, при помощи этих людей, эти люди держат общаки. Мы все понимаем, что они не изобретатели никаких айфонов, ничего подобного, просто тупо разделили советскую собственность, где 3 поколения мы, наши отцы, деды пахали, бабушки и дедушки пахали, чтобы мы создавали эти заводы, эти фабрики и так далее, атомные и гидроэлектростанции. И все это поделено между товарищами. И не случайно вы видите там еврейские фамилии, еврейские национальности людей. Это делается для того, чтобы на Западе их принимали и в случае чего все свалить на евреев. Как, например, вот берутся чеченцы. Чеченцы точно так же представляются, у них уже другая отрасль у чеченцев, они занимаются там силовой стороной, там войной, там ликвидациями, убийствами, хотя не только они. Ну и не только евреи занимаются нефтяными, там, денежными там, потоками и так далее, и так далее. Поэтому это очень удобно составлять. И несмотря на это, Россия, понимая, что она терпит катастрофу в Украине, сражаясь против Запада, она была вынуждена бросить эту карту, последнюю карту, еврейскую карту, и запустила своих в 2023 году, 7 октября, еще до полного торга с северокорейцами, запустила эту карту и запустила своих террористов, своих прокси из Хамас на территорию Израиля и убили 1200 человек. Нам этот конфликт изначально пытались представить как религиозный, там наводнение Алякса, что братья-мусульмане там, и так далее, и так далее. Это все абсолютная ложь, ничего отношения не имеющие никакой религии. Чисто Россия пыталась сделать глоток политической свободы, вырваться из этого капкана, в котором она оказалась в Украине. И пришлось пожертвовать отношениями с евреями. Натаньяху, который очень дружил с Путиным, даже построили на территории Израиля ФСБшную мечеть, то есть банд-притон, его мечетью, там что-то религиозным назвать нельзя. Да, туда ходят люди, молятся, религиозные, абсолютно ничего не подозревающие люди ходят. Но нужно понимать, что и русская православная церковь, и духовное управление мусульман России, это все отделы ФСБ. Как были они, создавались они там в 40-х годах, как отделы КГБ СССР. Вот сейчас таким же они существуют. Даже Израиль построил и даже назвали именем Ахмада Кадырова. Это, к большому сожалению, это произошло. И вот, несмотря на это, пришлось пожертвовать отношениями с Израилем, как говорится, выживать, спасаться нужно. И сейчас, уже понимая, что все испорчено, и отношения с Израилем очень сильно испорчены, Россия ведет очень такую махровую антисемитскую политику, глубинную антисемитскую, все свои советские все свои нарративы, все свои лживые вбросы, глубинно причем, там, на научном уровне, да, как они умеют подходить к своему злу, обосновывая его научно. Вот они сейчас происходит такое отношение сейчас к Израилю, к евреям. И Россия бросает все свои козыря, все свои карты.
и ничего не может сделать. Ничего не может сделать. И что бы она ни делала, каждый ее шаг всегда, ну, видно, во-первых, когда они, кому нужно, и что они готовятся к этому шагу. И потом получает очень мощную ответку. Хотя еще вариант с Израилем не закончен. Как я уже сказал, готовится такой махровый антисемитизм. Пытаются привлечь мусульман к этому вопросу. И пытаясь вот представить сейчас то, что Израиль ведет войну за выживание, запрос за свое существование. Понимаете, это тоже важно отметить. Некоторые сравнивают, что сектор Газа и Чеченская республика Ичкерия это вот как бы одинаково, а Россия и Израиль это вот одинаковые два вот этих два больших государства, которые пытаются уничтожить вот заведомо слабых и так далее. Здесь ровно наоборот, ровным счетом наоборот. Сектор Газа, арабы, Палестины это друзья русских, и именно сектор Газа и арабы Палестины отказывают в праве на существование Израилю. Точно так же, как Россия отказывает в праве чеченцам на право на существование. Поэтому здесь уместнее сравнивать Ичкерию и Израиль, и сектор Газа, арабский мир, арабский этнонационализм, арабский империализм с русским империализмом, которые считают, что не должно существовать никакого Израиля, так же как русские считают, что никакой Ичкерии, никакой свободной чеченской страны не должно быть. Вот такая вот ситуация. И в этом смысле Россия катится по накатанной вниз. И сейчас, чтобы сохраниться, мы видим, Китай помогает, мы все больше и больше слышим, дроны появляются дроны на оптоволокне, там, конечно, технологии отстают немножко от западных, от украинских, но все равно Россия может вести боевые действия, и краха вот этих рядов боевых там полностью не наступил. Не наступил. Благодаря тому, что вот часть территории отдана часть территории отдана Китаю. Вот такие вот дела, друзья. Земли, которые перейдут. Сейчас, одну минутку. Земли, которые, вероятно, перейдут, это территории Дальнего Востока, Восточной Сибири. Вот эти земли до 2007 или 2028 года, 27-28 года должны перейти под контроль Китая официально, так как Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, ядерной державой, и демаркация границ, обозначение этих земель как китайских должно пройти, конечно же, официально. И закреплено это должно быть юридически в международных институтах. И мы все это увидим в ближайшие годы. Год, два, три, я думаю. Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Я смотрю, к нам очень много троллей набежало. Я думаю, вам понравилась эта тема. Но вы пока боритесь Киевом за 3 дня и бейте мигрантов. Ваша русская община, которая в Москве собирается, там боретесь, молодцы, так держать. Продолжайте в том же духе. Половина России вы уже отдали. Половина России. И я поздравляю дальневосточных жителей, которые наконец-то начнут развиваться в нормальном обществе. Хотя Китай тоже не очень, я вам скажу, демократическое государство, мягко скажем. Но это хотя бы будет какой-то достаток у этих людей будет. Китай сейчас очень сильно развивается. И сейчас уже очень много смешанных браков появилось. Поэтому, все нормально. Все исторически складывается, как должно было складываться. Как-то так, друзья. Так, я смотрю здесь активно. Я просто не читал комментарии. Здесь активно все работают.
Кёнигсберг тоже готов. Совершенно верно. Кёнигсберг, Приднестровье, да, часть Молдовы, это все будет возвращаться. И, конечно же, Кавказ. Конечно же, Кавказ. Турция имеет очень серьезные претензии на Кавказ, имеет претензии на не только на Кавказ, на все тюркоязычные вот эти территории. Я полагаю, что и Крым перейдет Турции под контроль Турции, все-таки там сделают такую зону, как будто и не украинская, и не турецкая. И вот в таком масштабе Турция вмешается, тоже очень хитрый такой, и такая хитрая империя Турция, которая попробует все это себе вернуть. Все тюркоязычное. А нас, чеченцев, ждут тоже очень интересные времена. И если мы будем себя вести правильно, не давать себя использовать Турецкой империи, Российской империи, еще кому-либо, если мы будем отстаивать свои национальные интересы, то у нас есть все шансы с минимальными потерями в новом миропорядке, который установится в ближайшие несколько лет, занять свою нишу на этой земле. Посмотрим, посмотрим. Ну, я пока ничего такого позитивного не вижу. Я вижу, что люди не понимают, что происходит. Некоторые просто полезные товарищи, которых используют, видимо, копеечку там туда-сюда бросают. А некоторые умышленно работают на иностранную разведку, в том числе турецкие разведки. Но меня это не устраивает, друзья. Я думаю, чеченцев это не устроит, потому что я вижу, что ничего хорошего нам не светит, если мы окажемся то от одной империи под другой империей. Нет, нас это не должно устроить. Так, так. Так. Мокшмяш Буря, приветствую. Свободу желающим жить свободно. Вас с миром. Спасибо, спасибо. Чечения это как Израиль среди арабских стран. Да, Вильна Ичкерия, абсолютно так. Совершенно верно. Дело в том, что у Израиля противник не имел ядерного оружия, хотя мощные, их много, да, 22, по-моему, арабские страны. И у Израиля был союзник очень мощный и с атомным оружием. Нам так не повезло. У нас противник имеет ядерное оружие, такой же неуправляемый, такой же недоговороспособный, конечно. И у нас не было союзника, и наш враг был мощнее, чем... Ну, не повезло нам немножко, но, скажем так, евреи 2000 лет шли к этому. Поэтому сейчас, я думаю, они это заслужили, чтобы иметь свое мощное, сильное государство. Так, я смотрю. Здесь все такие обидчивые. Чего вы обижаетесь? Я же вам правду рассказываю.
Товарищи, чего вы обижаетесь, я не могу понять. Я вам рассказал правду, что будет с вашей страной через 2-3 года. Вы, как, извиняюсь, меня умственно отсталые, ваша русская община бегает там, мигрантов бьет. Мы все погибнем на СВО, а вы тут наших женщин заберете. Вот что ваш, говорит, ваши полстраны уходят, понимаете? Это все делает ФСБ. Войну против братьев ваших, там живет огромное количество русских. Они сражаются и погибают, сражаясь за свою свободу. Вы начали, ваше ФСБ начало, чтобы стать неодворянами, понимаете? Новым дворянством стать. Чтобы вот эти миллиарды, которые они, 3 поколения наши отцы и деды копили, не имея ничего в своей собственности, чтобы поделили это между собой, и теперь им нужно было на законных основаниях передать своим внукам, детям, внукам, там, правнукам. Понимаете? Вот за что началась война против братьев. Хотя там на самом деле братья русские там есть и так далее. Сейчас некоторые, правда, рассказывают, что вас стравили и так далее, и так далее. Кто пришел на землю? Кто пересек границу? Кто устроил бучу? Кто там за 3 дня грозился? Газ отключим, это будем. Это мы все помним. Мы же не вчера родились, правильно? Слава богу, есть интернет, чтобы это все потом можно посмотреть. Поэтому ваша вина, русские, в том, что вы ищете врагов там, где безопасно. Как в том анекдоте, когда потерял не там, ищешь не там, где потерял, а где светло. Вот вам, чтобы пинка не дали ФСБшники, а против них очень сложно воевать, согласен. Самая мощная, самая грязная, самая жестокая спецслужба, у которой на генетическом уровне у вас выработался страх перед ними, потому что они вас миллионами казнили. Больше всех вас, русских, они истребили, потому что вас больше всего было. Хотя в процентном соотношении больше всего нас, чеченцев и ингушей, они убили. Хотя некоторые народы вообще закончились под управлением вот этого КГБ СССР, понимаете, и вашей русской империи. И вы меня обвиняете. Я вам тут глаза открываю, правду рассказываю, специально на русском языке, чтобы до вас дошло, вам объясняю. А вы меня тут обвиняете. Я плохой. Почему я плохой-то? Ваш ФСБ плохой, а не я. Я при чем? Составь товарищей набежала. Похоже, тебе нужен модератор. Ну, есть модератор, он работает, модератор. На самом деле, пусть пишут, они так раскручивают наш стрим. Только мат можно убирать, остальное пусть пишут. Пусть пишут. Это все останется. В основном это пишут тролли. Они троллятину напускают на нас. А вы не боитесь, что Рамзан вас достанет, говорит, вольный странник? Вольный странник. А почему ты мне Рамзаном угрожаешь? Неужели у вас после оккупации, убийства более 250 тысяч наших граждан всех национальностей и религий, оккупации всей нашей страны и так далее, неужели у вас, у русских, не нашлось русского витязя, которым можно меня пугать? Почему вы всегда Рамзаном пугаете? Неужели вы морально не можете нам найти какого-нибудь русского, который мы должны бояться? А?
Так что насчет закончившихся народов, говорит Эльдар. Ну посмотри, Эльдар, вспомни свою историю, посмотри историю своей страны. Например, там наши дорогие, любимые братья Убыхи, Шапсуды закончились. Практически вообще не осталось. Убыхи вообще не осталось. Там 2-3 дедушки, бабушки остались, может. Сколько языков вы уничтожили. Посмотрите на Туву, посмотрите на Бурятию, на Якутию. Это очень богатые территории, богатейшие территории. Понимаете? Они практически просто истребляются. Понимаешь? О чем ты говоришь? Вы довели этих людей просто до не знаю, 21 век, все такое, довели просто до нищенства, до полного нищенства. Вы истребляете не только физические народы, вы истребляете их духовно, вы истребляете их ментально. Вы уничтожаете языки этих народов. Все империи ведут так или иначе такие работы, согласен. Но вы это просто пример, просто как это делают самые варвары на этой земле. Вы истребили все народы, понимаете? Вы русские, в основном русские, это же разные народы, это же не только сейчас вы это делаете. Это в советское время делалось, в царскую Россию это делалось. Вы все это время уничтожаете народы. Русские же внешние, посмотри, есть азиаты, есть европеоидные, есть азиаты. И это все русские. Это все объединили насильно, перемалывали вот так людей, перемалывали насильно. Создавали русскую нацию, искусственный русский язык. Это всем известные факты. Наверное, кто-то легко ранимый сейчас обидится на меня, но это так. Вы можете легко проверить все, что я говорю. На этом канале не врут. Только правду, ничего кроме правды. Понимаете? Скажи-ка, Путин, ведь недаром тайга, спеленная Китаю, Пекину отдана. Отлично, Игорь. Отлично сказано. Так. Почему современные ичкерийцы не похожи на старых? Линочка красавица с ником, дамочка. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду, не похоже. Но, знаете, мы сразились в войне против самой мощной державы, самой подлой, самой жестокой, самой коварной ядерной державы, которая только лишь ввела в начале Первой русско-чеченской войны 462 тысячи своих войск. Более 5 миллионов ваших бандитов путем ротации, методом ротации, прошли через вот эту геноцидальную войну против чеченцев. Более 5 миллионов. Нас меньше миллиона. Миллион нас где-то было. Понимаете? Вы убили 250, более 250 тысяч наших граждан. Вы убили всех наших лидеров. Вы убили советского генерала с русской женой, обращаю ваше внимание, интеллектуала, интеллигента, и посадили человека, чабана с 3 классами образования. Это уровень вашего Путина. Потому что с интеллектуалами он разговаривать, вы, ваш Ельцин, вы не можете, ваше ФСБ, вы не можете, не вытягиваете. Понимаете? Вы убили всех, кого только возможно. Вы столько провокаций, я как раз веду расследование, очень многих дел я выявляю, как казнили каких-то русских военнопленных, 4 казнили. Поименно теперь я знаю, кто это организовал. Это все ваши люди организовывали. Непосредственно исполнители, да, были наши люди, к сожалению, использованные.
Все это делалось вами. Во всем мире вы нас представляли радикалами, исламистами, террористами, головорезами, бандитами. Не только сейчас. Всю вашу историю вы нас представляете, все наши вот взаимоотношения. Вы также и украинцев пытались представить. Но у украинцев хватило сил и поддержки. Слава Богу, Запад, мир все-таки проснулся. Когда уже вода себе под пятую точку пришла, тогда Запад проснулся. Когда уже поняли, что деньги это не главное. Главное теперь безопасность и вот сохранить свои государства. Это повезло украинцам. Они оказались большими, они оказались сильными, дали первый отпор и выстояли. А так, вы уничтожили у нас всех. Вы нас раздробили внутри. Это очень большая работа проведена. Вы, я имею в виду не вы лично, а я имею в виду ваше ФСБ, ваше ГРУ, ваши военные. Вы большая, мощная империя. Нужно это признать. Но мы вас не боимся. Нам плевать, какой вы большой вы ни была. Ну просто, да, факт есть факт. Большая, мощная империя. Сильная, с большой историей, как обманывать, стравливать, хитрить, убивать. Это вы молодцы. В этом вы бесспорно первые. Наверное, первые. В истории, наверное, человечества вы первые. В этом смысле. В коварстве, обмане, убийстве, жестокости вам равных нет. И благодаря этому вы нас представили всему миру людоедами, бандитами и так далее. И вы внедрили нас через своих братьев-арабов, внедрили нам разные, и братьев-турков, которые нам тоже помогали, но потом Турция тоже империя. Турция потом с вами заигрывала, чтобы решать свои вопросы внутри. А чеченский вопрос остался на второй план. Тюрки главное на Кавказе для Турции. А чеченцы это расходный материал был для Турции. Хотя Турция нам вначале якобы помогала в военном плане, где-то там, как говорят некоторые. Ну, недостаточно. Даже не признала нас Турция. Ну, заигрывала. Турецкий Кипр, который сам никем не признан, часть турецкого Кипра, турецкий Кипр, он нас признал, например. Помогали Шамилю Басаеву, помогали Доке Умарову. Да, много разных было. Некоторым беженцам, немного, правда, приняли. Кто им нужен, помогали. Кто не нужен, ну, так, на обочине оставили. Вот такая вот Турция, по-братски, да, с нами поступила. Некоторые еще не понимают, чеченцы, но я пытаюсь донести до них эту информацию, чтобы понимали, что с Турцией нам заигрывать не надо. Все, кто служит Турции, офицеры Турции, военные чеченцы Турции, они служат Турции. Это две разные вещи. Турция тоже такой опасный сосед, скажем так. Нужно с ним быть начеку, так сказать. Ну, конечно же, вам равных нет никого. Турция ребенок по сравнению с вами. И нас при помощи религии разделили, нам внесли, а мы советские люди особо не разбирались, мы думали, если араб, значит мусульманин, а если мусульманин, значит брат. А мы, чеченцы, такие наивные, простые люди, честно сказать. Да? Мы открытые, и что думаем, то и говорим, что говорим, то и делаем. Такие вот мы. За это нас уважают, но за это нами и пользуются, к большому сожалению. И поэтому очень много нас трансформировать пытались, но не удалось. У нас есть тоже, у всех народов есть защита, у нас тоже есть своя защита. Мы, каждая семья, становимся государством. Когда мы никому больше не доверяем, мы доверяем себе, в своей семье мы закрываемся. И растим, становимся сильнее интеллектуально, финансово, физически, побольше мы пытаемся размножиться, но закрываемся в себе. Понимаешь, вот мы уже несколько раз от вас, по-моему, 5 раз уже геноцид мы от вас пережили. Опытные мы уже, да, наученные вами, да, и сильные, потому что слабые погибали. К большому сожалению, очень много вы нас убили. Поэтому вот такая вот ситуация произошла. И сейчас просто люди оболванены. Я сейчас испытываю все прелести вашего ФСБ на себе. Все, на своих родственниках, вокруг меня просто творится не передать. Я все и не буду говорить, но и все и не передать, что происходит.
Мои родственники работают против меня, стучат на меня. Мои бывшие родственники стучат на меня. Пофамильно, поименно я вас всех, сук, знаю. И вы пожалеете о том, что вы делаете. Это я бывшим родственникам. Но факт есть факт. Вот такая вот работа идет. Только лишь за то, что я правозащитник. Я не призываю воевать против России. Наоборот, я призываю чеченцев становиться сильнее. А кто хочет воевать, пожалуйста, едьте в Украину, я говорю. Я не против того, чтобы вас наказывали. Я против того, чтобы чеченцы раздробились и погибли. Поэтому, но произошла определенная трансформация. Но мы остались теми, кем мы есть. Мы как замороженные, как одна правозащитница она сказала, мы такие остались. У нас нет сил, но есть силы не покориться. Нет сил победить, но есть сил не покориться, не сдаться. А разные суки, которые продались, которые убивают нас по вашему приказу, продали свою честь, совесть, свободу, все остальное. Некоторые просто из них клинические идиоты. Некоторые не глупые люди, ну тоже подонки. Поэтому вот так сложилось. Мы постгеноцидный народ. Вы убили более 250 тысяч наших граждан. И весь мир вам помогал. Сегодня Украина, которая истекает кровью, она вам помогала в этом. Весь мир помогал. Некоторые просто закрывали глаза, а некоторые брали отпуска военные, как украинцы, ездили воевать, убивать нас. Понимаете? Поэтому немножко может показаться, что мы изменились. Но это не так. Мы немножко, может быть, изменились, но не сильно. Мы сейчас находимся в стадии зализывания ран и накопления сил. И я вас уверяю, нас здесь более 300 тысяч в Европе находится. Мы получаем лучшее образование. Сейчас здесь работает ваша агентура, которая нас на этой религии делит, там, еще, там, чтобы главную цель к цели мы не шли. Вот чтобы мы шли к цели, я, например, веду вот наш блог. Веду вот свой канал, что объясняю чеченцам, рассказываю украинцам, если им это интересно, другим людям рассказываю. И вот ведем такую вот работу. И мы много добились, я думаю. Как-то так. Как-то так. Со мной связаться, к сожалению, Линочка, больше уже нельзя. Я несколько дней назад уже решил для себя, что я пока временно, я правозащитник, я председатель правозащитной ассоциации, я прекратил полностью контакты со всеми. Никому пока никаких услуг больше не оказываю. Постоянно писал письма, документы. Вот всем, кому я не могу сейчас оказать помощь, скажите спасибо вот всей вот этой ГБшной вот этой агентуре, которая здесь находится, в том числе чеченоговорящим. И себе скажите спасибо за то, что столько мы писали, делали, и вы все молчите. Каждый себе закрылись, сидите вы пока. И себе скажите. Поэтому я пока прекратил никаких контактов. Телефоны все мои есть. В описании под видео я абсолютно был доступен. Сейчас я полностью недоступен ни для кого. Так. Как думаете, если из территории РФ из фуры обстреляют территорию КНР, война в Украине закончится? Сергей, я не знаю. Я не знаю. Нет, не закончится война. Война закончится только полным поражением, истощением России. Дело в том, что, как я в самом начале своего стрима сказал, ФСБ это не политическая полиция. КГБ СССР, ФСБ это не политическая полиция, которая принята вот в цивилизованных странах, где они обязаны защищать государственный строй, там, конституцию там, и так далее, это ловить шпионов, бандитов и так далее. Нет. ФСБ это суть, КГБ это суть российского государства. Понимаете? И они везде, они находятся везде, они все отрасли, все
все государство это и есть ФСБ, скажем так. И они будут русских, россиян посылать на смерть ровно до тех пор, пока они это могут делать. А могут они очень много, потому что вся система принадлежит им. Обманом, телевидением, все принадлежит им. Мы все это знаем, прекрасно мы знаем. Они хозяева России. Не политическая полиция, а хозяева. И они будут, пока русские не истощатся, как мы физически не закончились, когда я воюю против русских, когда мы физически уже не могли, ни финансово, ни экономически, ни физически не могли оказывать сопротивление, наше потихонечку сопротивление сошло на нет. Вот до этого состояния ФСБ будет посылать русских на войну, на смерть. Потому что как только война закончится, их призовут к ответу. И чтобы оттянуть свой конец, и плюс, чтобы не было кому спрашивать. Понимаете? Русские же должны, россияне же должны с них спросить. Первое преступление, которое совершила ФСБ, это не только украинцы, чеченцы, грузины, сирийцы, молдаване. Это русские. Русские, вот они русских уничтожают. Сейчас они уничтожают русских. Путин уже прямо говорит, сперва они строили неодворянство, они такие все крутые были. А теперь они говорят, так мы же им деньги платим, они же за деньги идут. Мы насильно никого не призываем. Вот депутат Федоров ваш сидит и говорит, я никого не призываю. Вначале он говорил, нужно украинцев убить 20 миллионов, не 20 миллионов, 20% украинцев убить, то есть 12 миллионов. 30% украинцев убить, если я не ошибаюсь. 30% украинцев, нет, 20%, точно я помню это. У меня даже на канале есть этот кусок видео, где я вырезал. Где он говорит, 8 миллионов, 20% нужно украинцев убить, то есть 8 миллионов. Чтобы как чеченцы с плакатами Путина, они выходили на митинги. Помните, нам показывали разные путинги, так называемые, где они сгоняли всю вот эту республику и давали плакаты с Путиным, Кадыровым, и там люди стояли. И вот он рассказывал, чтобы украинцев подчинить, это где-то было в 16-18 году, нужно украинцев убить 20%. Нас убили больше 25%, украинцев нужно было убить 20%, чтобы стало 8 миллионов убитых, и чтобы украинцы подчинились. А сейчас Федоров уже по-другому запел. Я не призываю никого воевать. Все же за деньги идут. Он этот Бородай тоже говорит, а все по-честному, за деньги же идут. Все останется вот этим бандитам, которые идут. Война проиграна в Украине русскими. Система, мировая система, против которой рискнул Путин, ФСБ, не получилось у них. Проиграли они. И сейчас просто по накатанной все пытаются протянуть время. Поэтому ничего не остановит войну, пока физически либо русские не одумаются и скажут, хватит, вы Китаю земли отдаете. Вот такой кусок земли, чтобы забрать у чеченцев, вы убили огромное количество чеченцев. А Китаю отдали вот там уссурийские территорию. Сейчас вы Донецк, Луганск, деревню вы завоевываете. Каждый день 1000-1500 человек убитыми и ранеными ваших бандитов. Населенный пункт Валерик, наверное, про Лермонтов воспел еще. Помните, река Валерик, где Валерий, это смерть у нас. Она с тех пор называется смерть, эта река у нас. Она красная была, там сражение было. Там сколько? Несколько тысяч, 10 тысяч, 8 тысяч населения. Вот в этом населенный пункт, который быстренько, за 5 минут, 15 минут на машине проехать можно. Вы за этот населенный пункт в Украине кладете каждый божий день в течение 2 недель, 3 недель, месяца 1000-1500 человек. Представьте себе. Причем вы берете только руины. Ничего вы больше не берете. И ничего вы не возьмете. Понимаете? Запад помог бы Украине еще больше. Если в Украине не было бы 5-й колонны, КГБшной, вашей, этот спрут, он везде. Арестовичи, там все остальные здесь они на телевидении там светятся. Сейчас Арестович, правда, сбежал, но это только вершина айсберга. Вот как-то так, друзья, как-то так. Все идет к тому, что будет продолжаться война, и потихонечку Россия будет истощаться. И всех это устраивает.
Всех, кроме русских, россиян. РФ сносит под фундамент русскоязычные города вместе с жителями, истребляет ненавистных ей этнических русских и русскоговорящих украинцев, тех, кто верил РФ. Александр Ротов, абсолютно так. Абсолютно так. Ну, не только русских, да, чтобы было справедливо, мы же должны быть справедливы, убивают всех. И украинцев убивают, и русских убивают, всех убивают. Ну да, там много живут русских. Вот эти территории, которые они объявили своими, там большое количество живет русских. Это на самом деле, это был такой, знаете, золотой фонд русских в Украине. Крым, там, ну, практически весь русский. У крымских татар там вообще слова практически не было. Украинцев там, ну, на втором месте были. Первые русские там всегда были. И что случилось? Что сделали? Вместо того, чтобы воспользоваться вот этим своим фондом, да, русским, влиять на политику Украины, не стали делать. Начали грубо, по-хамски, ну, как умеют. Как умеют. Подлостью, коварством, жестокостью убивать русских. И не только, конечно же, не только русских. А русские воюют против вот этой орды, которая пришла. Они не хотят, украинские и русские, они поняли, многие поняли. Вначале, я смотрел еще в самом начале вот этого широкомасштабного вторжения, когда они в Харьков бомбили, русский говорит, я до последнего верил, что вот наши там русские придут, нас освободят и так далее. Пока на Харьков не начали падать бомбы. Представьте себе, там все русские в Харькове жили. Это какой шок. И когда он это говорил, я вспомнил наших русских, грозненских наших русских, которые тоже верили, что их придут спасать. Говорю, не, наши придут, наши освободят там и так далее, и так далее. Вот увы и ах, увы и ах. Чита Маргарита. Ельцин вывел армию из Чечни, но оставил на ее территории все оружие, всю боевую технику, включая танки, самолеты. Ни одного патрона не забрал, чтобы развязать войну. Чита Маргарита. Но это наглая ложь просто. Самая настоящая русская пропаганда. Во-первых, правда, что Россия первая вывела с территории Чеченской республики Ичкерия, первая из всех советских республик, первая из территорий в июне 1992 года вывела все свои бандформирования, вот эти советские. И ничего нам не оставляла. Ничего. Дудаев просил дать нам оружие, оставить. Зачем оставлять оружие? Зачем? Россия выводила, и нас фактически это признание было. И мы никогда не подписывали договор, федеративный договор с Россией и так далее. Мы в 90-м году провели референдум, где общенациональный съезд чеченского народа. Это старая, древняя, тысячелетняя традиция чеченцев, когда представители от сотни, от тысячи представляют чеченцев. И вот таким образом мы проголосовали. Еще в 90-м году, обратите, Советский Союз существовал. Но мы, чеченцы, не глупые товарищи, и начали уже готовиться к тому, что будет происходить. В 91 году, когда Советский Союз распался, у нас уже было практически все. Мы были готовы просто. Ваш тогдашний доктор Гапурович Завгаев, советский председатель, он говорил, что когда выборы проводились, выборы президента России проводились, ему прислали, сказали, Чечня будет участвовать, он сказал, нет, мы суверенная республика. Ваш КГБшник, вот этот, доктор Гапурович Завгаев. А потом мы избрали себе нового президента и парламента. Советский Союз перестал существовать, мы не участвовали ни в какой жизни Советского Союза, после развала Советского Союза, ни в какой жизни Российской Федерации, нового образования, так называемой Федерации. Избрали себе президент, парламент, и в 92 году, в 91 мы избрали президента парламента, единогласно, большинством выбрали президента Дудаева, избрали себе парламент, и в 92 году вывели все войска. И когда вы выводили свои войска,
Наши люди, пытаясь какое-то оружие захватить, запрыгивали, забирали с воинских частей какие-то. У нас было, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 или 5, 6 танков было, несколько БТРов было. Это что удалось урвать, короче, у этих советских военных. Вот все, никакого оружия не было. Вы лжете нагло, абсолютно как всегда вы лжете. Советский Союз перестал существовать, и вы вывели свои войска, фактически признав нас независимым государством. Понимаете? Но Советский Союз, ваше КГБ, оно, не справляясь с мировой экономикой, потому что Россия 80-85% советской экономики работала на военно-промышленный комплекс. И, потерпели крах, полный крах. И понимая, потом в Афганистане увязли, все, понимая, что нужно, и Горбачев начал спасать Советский Союз и делать перестройку. И ваша колхозная экономика не справилась с капиталистической, с рыночной экономикой. И КГБ приняло очень, мне кажется, мудрое решение. Как-то они у вас не дураки, надо признать. Для себя. Не для вас. Вы не гордитесь там. У нашего барина дом большой. Вы этим не гордитесь. Это чисто холопское такое. У барина гордиться. Они не ваша полиция, политическая полиция. Они ваши хозяева, они ваши барины. Поэтому... Но они не глупые, скажем так. И они что сделали? Они притворились слабыми и сказали, все, мы отдаем бактериологическое, биологическое оружие. Ельцин полетел в Америку. Господи, благослови Америку, сказал в Сенате, там выступил. Мы все вам отдадим и так далее, и так далее. Нефть, газ, что хотите, спасите нас. А на Западе здесь живут свободные люди. А каждый свободный человек, он думает, что все хотят свободы. Потому что для свободного человека, который готов умереть за эту свободу, не может он понять, что можно жить несвободным. Что быть рабом это круче, чем быть свободным. Это у нас, у свободных людей, в голове это не умещается. И они поверили вам. Они подумали, что вы там советские, и выгодные контракты, вы много там полезного сделали и так далее. И в итоге Советский Союз полностью влился в эту западную систему, в экономическую западную систему. Причем Запад, Америка, как мы всегда видим, да, посмотрите, Восточная Германия, Западная Германия, Северная Корея, Южная Корея, и все, и другие примеры вы можете посмотреть, где Америка вкладывается, она всегда не забирает все, она не душит тебя полностью, как Россия это делает, или как Китай сейчас Дальним Востоком это делает. Они дают вам жить, они дают вам шанс, а потом искренне удивляются, почему вы такие оказались неблагодарными свиньями. Не только россиян, я имею в виду всех остальных. Они думают, если мы даем, почему нужно быть таким идиотом? Если мы даем такие возможности, технологии, деньги, возможности, почему они так себя ведут? И вам вложили, вас пустили в многие экономические вещи, везде. Ватикан, все ваши деньги через Ватикан путинский там гуляют. Это всем известно. А вы сделали так, ваше КГБ сделало так. Разойтись, чтобы сойтись. Весь Советский Союз распустили, оставили всех КГБшников на местах. Никаких иллюстраций, никаких раскрывов архивов. Это самая большая тайна была. Еще Ельцин ее сохранял. Ельцин был агентом КГБ. Других там не было просто. Председателем Свердловской области стать не КГБшник не мог. Все ваши вот эти олигархи, все агенты КГБ, все, других там просто нет. От Ходорковского, всеми остальными вот этими всеми бандитами и убийцами. Потому что КГБ других не бывает. И вот вы вот таким вот образом разойтись, чтобы сойтись, вывели войска у нас, собрались и потом с новой силой набросились на самую беззащитную, как вам казалось, жертву. И благодаря тому, что мы оказали колоссальный отпор при минимальных возможностях, абсолютно ничего не имея, мы воевали трофейным оружием, мы воевали с бутылками горючей смесью. Понимаешь, вот как мы воевали с вами. Не было у вас никаких джавелинов, никаких артиллерий. 2-3 танка было. Снаряды закончились, танк бросался. Все. Куда его тащить? Территория 17 тысяч квадратных метров.
Вы 300 тысяч квадратных метров или 30 тысяч квадратных отдали китайцам на пожизненную аренду пользования, сельскохозяйственной, лесозаготовительной. У нас 17 тысяч квадратных километров. Все, ограничивается. Вокруг все вы, там с Грузией небольшой, 80 километров граница. Все остальное Россия, русня ваша. Понимаете? Не было у нас ничего. Не было. Но вы признали нас, вывели первая республика, с которой вы вывели свои войска. Это были мы. Это были мы. И именно потому, что вы боялись, что мы можем завладеть этим оружием, вы их быстрее выводили оттуда. Как-то так. Так, не нужно врать здесь, Чита Маргарита, у вас новая ложь за ложью. Двоевластие. Какое двоевластие? Президент у нас был. Завгаев сделал ставку на ГКЧП, да, вот этих коммунистов. А Дудаев был демократом. Басаев был демократом. Понимаете, Белый дом, ваш Белый дом, ездил Басаев, его товарищи за чеченцы защищали Ельцина. Мы думали, он тоже демократ, что мы вот тоже, эйфория же у всех была, мы же тоже проходили вместе с вами все эти этапы, мы же тоже многого не знали. И защищали, думали, Завгаев сделал ставку на коммуняк. Все, Завгаев пролетел. А Дудаев взлетел сразу. Все, весь народ, все почти, Джохар. Ну, Джохар был демократом. Мы, чеченцы, сами по себе демократы. Так. Лосна, как думаешь, война еще будет идти года 2-3? Ну, Эркин, я не знаю, честно вам скажу. Я предполагаю, что года 3 еще до полного коллапса России. Война может как затухнуть, остановиться и так далее. Некоторые утверждают, мои товарищи в том числе, утверждают, что в этом году Россия капитулирует полностью. Именно в Украине. Но этот процесс может еще продолжаться, и до 3 лет это может продолжаться. Я полагаю, что до 28 года это все может протянуться. Это все может затянуться. Посмотрим. Будем наблюдать, будем фиксировать. Этот тип, видимо, на Зеленского пашет. Говорит, да кому вы меня только не приписали? Нет, я пашу только на справедливость и на честность. Понимаете? И Зеленского ругал. Хотя сейчас я вижу, что Зеленского нужно поддерживать. Как и Дональда Трампа, которого тоже я критиковал. Но Зеленского, конечно, я сильнее. Трампу я очень мало критики. Поэтому я абсолютно независимый человек. Абсолютно. Никто мне не платит ни копейки. Никогда не платили. Никто не заставит меня за деньги что-то сказать. Что противоречит моим принципам и моим взглядам. Почему на русском вещаешь? На русском вещаю, чтобы больше людей услышало меня. Чтобы меня смотрит Госдепартамент США, меня смотрят в Украине, меня смотрят не немцы, я в Германии живу, в Германии нахожусь. Англичане меня смотрят, ну все аналитики, интересные, кто занимается этой проблемой, все меня смотрят. Поэтому, чтобы все меня понимали, чтобы не создавать им проблем переводить с чеченского, хотя я на чеченском тоже проводил, но вот я последний немножко приболел, и сейчас я последние 2 недели, неделю только на русском веду. И буду только на русском, пока чеченский язык я пока подождет. Эта тема очень сейчас такой накаленная обстановка, сейчас нужно все, что я вижу, фиксировать и распространять. Поэтому на русском. Ну и вам, русские, я к вам тоже хорошо отношусь, хоть вы меня считаете там русофобом, плохим туда-сюда. Я очень хорошо к русским отношусь. Но и у меня были очень хорошие друзья, очень хорошие люди. Поэтому нет, не русофобия, короче говоря. Ну просто вы, когда против ваших гибни говоришь, значит для вас враг. Извините, гибня это враг. Это враг всех. И вас, русских. Не глупых русских. Не глупые русские понимают это.
Должны, по крайней мере, понимать. О, какая чьи-то Маргарита, она быстренько тут в интернете подглядывает, или так информирована, выкинули Куценко, говорит, из окна, в результате чего он погиб. Многие депутаты были ранены и избиты. Но, скажем так, Виталий Куценко был самым большим подонком, который знала чеченская земля, и его никто не выбрасывал из окна. Эта трусливая сука, жестокая трусливая мразь, пыталась бежать, когда туда ворвались люди. И он пытался через окно вылезть и выпал. Понимаете? Никто его не выбрасывал. Да, некоторым депутатам там досталось, но ни одного убийства не было. А Куценко был самым большим подонком, которого знала вот эта ваша русская оккупационная власть на нашей земле. И я очень сожалею, что он погиб. Не надо было, что было бы хорошо, если ни одной жертвы не было бы. Но он до того боялся нас, он знал, сколько горя и зла он нам причинил, и пытался сбежать. Подскользнулся, причем это невысоко было. Он подскользнулся с подоконника и просто подскользнулся и вниз головой упал. Неудачно упал. Вот и все. Никто его не убивал. Чьи-то Маргарита, вот вы пишете, вы абсолютно вот пропаганду льете. Я отвечаю только потому, чтобы люди поняли, что вы говорите. Вот вы говорите, после распада СССР, обратите внимание, после распада СССР, Дудаев объявил об окончательном выходе Чечни из состава РФ. Стоп. Во-первых, это был не распад, а целенаправленный, искусственный развал СССР. Ну, оставим этот момент. Если развал произошел, скажите, пожалуйста, когда зародилась Российская Федерация? Российская Федерация не существовала. Все народы получили право на свободу по факту прекращения существования СССР. Мы были самые большие, кроме трех республик балтийских, которые с окончания Второй мировой войны не признавались Западом частью СССР, мы были лучше всех подготовлены к этому. Мы уже ко всему были готовы. Российская Федерация приняла свою конституцию в декабре 1993 года. Наша конституция принята в 1992 году, в марте, за 1,5 года до вашей конституции. В марте 31-го, день вашей России считается, 31 марта, да, по-моему, федеративный договор вы подписывать стали с другими республиками. Мы его не подписали, у нас уже была конституция в 92-м. Вы незаконно в 93-м году в свою конституцию, не спросив ни чеченский народ, не спросив ни российский народ, в 93-м, в декабре вы вписали в свою конституцию нашу республику. Хотя в вашей же конституции указано, что объединены эти все республики на основании федеративного договора. Все, кто входил в эту конституцию, все эти республики добровольно, которые вписались туда, в эту вашу конституцию, подписывали с вами, с центром, с Москвой федеративный договор. Мы его не подписывали. Вы незаконно вписались, чтобы через год, в 93-м вы приняли эту фальшивую, не спросив российский народ, не спросив чеченский народ. Через год вы начали наведение конституционного порядка, к которому мы никакого отношения не имели. Вы бандиты, вы фашисты, вы империя. А ты лично ублюдок. Так, чтобы ты понимала. Давай я тебя забаню, потому что ты меня раздражаешь. За ложь. Сколько мы уже? Адам, я же о тебе не говорю. Получ молодца. Гудуется. Я разве тебе говорил? Нет, я тебе не говорил. Что убрал? Я тебе не говорил, Адам, оставь. О таком дерьме, как ты, я не говорил. Я говорил о очень важных вещах. А о тебе я не говорил. Чего сбежал-то? Адамочек ты.
Так, марш Овель. Хоть Дудаев, хоть вы там выросли, выучились СССР, а теперь плюете на прошлое. Не помнящий прошлое не имеет будущего. Вот в том-то и дело, мы помним прошлое. Помним, как всех в 1941 году, развязав Сталином и Гитлером войну, вами, вашей властью развязанную войну, отправили всех наших мужчин на войну, а в 1944 всех наших женщин, детей и стариков вы под корень просто выселили для того, чтобы уничтожить. Представьте? Конечно, помним, все отлично помним. Вы знаете, что Джагар Дудаев родился как раз в этот день, или за неделю, за неделю, или в этот день, как раз когда нас выселяли. И он это тоже помнил. Он похоронил огромное количество. Мы похоронили, мои дедушки, бабушки похоронили огромное количество. 60-70% мы похоронили. Вы нас всех истребить хотели. До единого. Это не в первый раз, кстати говоря. Конечно, помним. А то, что у нас не было возможности учить свой язык, или мы не могли иметь контактов с окружающим миром только через вас, это не делает нас вам обязанными. Это вы нам обязаны. Вы выкачивали наши недра, вы наших людей убивали, брали на войну и все уничтожали. Вы наоборот должны сказать: да, да, мы очень сочувствуем этим людям, давайте как-то восстановим справедливость, давайте извинимся перед ними. Если вы христиане, конечно. Я сомневаюсь, конечно, что вы христиане, но кто из вас христианин, он должен извиниться по христианской традиции, стать на колени, попросить прощения. Понимаете? Вот как это должно быть. А вы нам говорите, что вы меня выучили. Выучили, потому что другой школы не было. Оставили бы вы нас в покое. Я бы на чеченском и на английском говорил бы, как сейчас на русском говорю. И было бы намного больше пользы мне, чем от русского языка. Лучше бы я знал английский. Также. Как-то так. Как-то так. Все автономные республики РСФСР стали союзного уровня с распадом СССР. А нет, Шамиль, вы не правы, Шамиль. Автономные республики были уравнены. Вообще такого понятия, кроме имперства, такого понятия в международном праве нет. Автономный или союзный. Есть все субъекты, все республики имеют равные полномочия в международном праве. Но в Советском Союзе было деление на автономные и на союзные. Так вот, равными и союзные, и автономными стали по решению Верховного Совета СССР в 1990 году. В 90 году. Если я не ошибаюсь, в апреле месяце. В 90 году еще Советский Союз существует. Тогда Сахаров выступал, тогда вот уже, когда вот процесс бурления прошел, тогда поняли, что это не соответствует международному праву, и законодательство начали выравнивать в рамках международного права, чтобы оно было соответствовало. И тогда вот в 90-м году Советский Союз существовал. Все автономные республики были приравнены к союзным. Все, у них получились одинаковые права и полномочия. А потом развалился Советский Союз, и все имели право выйти из Советского Союза, абсолютно не обращаясь ни к кому. Там кто-то референдум говорит проводить. Даже референдум не нужно было проводить. Хотя мы, чеченцы, еще в 90-м году, в ноябре провели, 25-27 ноября, провели референдум. То есть общенациональный съезд, где делегаты представляли по 1000, от каждой 1000 представители были, которые избрали тогда как раз председателем вот этого общенационального съезда Джахара Дудаева, советского генерала. Вчера советского генерала. Он в генеральской форме выступает, это все видео, архивы, все это есть. Абсолютно мы не были антироссийскими, антирусскими. У нас 80% было населения города Грозного русские. Мы учились, жили, вместе росли, тренировались, кушали вместе. Все у нас было отлично. Мы не верили, что вы на нас нападете. Вот честно, большинство чеченцев, наверное, кто умный, кто понимал, верили. А мы молодые, маленькие,
не верили вообще, не может быть. Ну как на нас? Ну мы же вчера советские граждане. За что на нас нападать? Мы же всегда можем договориться. То есть все объявили независимость, все разошлись, и мы также объявили. Но вы вычленяете самого слабого, на ваш взгляд, и нападаете. Ну, как сказал Джохар Дудаев, не получилось у вас. Вы думали, что быстренько по нам пройдетесь, но и не получилось. Мы дали время, Украине дали время, всему миру дали время. Не все, правда, воспользовались достаточно правильно, но, по крайней мере, Залужный, Сырский, Зеленский, это все люди, которые формировались как личности, свободные личности в свободной Украине, пока мы воевали с Россией. Понимаете, с 94 года по 2009-2010 год, вот это все время, 2008-2009 год, когда уже в Украине, на Грузию уже тогда русские пошли. Мы вот эти 20 лет, или около того, 15 лет, дали этим людям действительно, куда смотрит Следственный комитет ФСБ за оправдание и обеление Путиным своего кумира Адольфа Первого? Не понял, Род. Так, друзья, благодарю за пояснение. Я знал, но повтор истинной информации необходим. Да, Шамиль, и Татарстан имеет полное право. Татарстан очень сильно, ваш родной Татарстан, ваша Татария, имеет полное право выйти. И у татарам выкрутили руки, начали войну против нас, начали грозиться, очень много дали, кстати говоря, полномочий татарам. Сказали, что вот, только вы оставайтесь, потому что было очень опасно, что поднимется Татарстан. А мы очень рассчитывали на вас, кстати говоря. Мы рассчитывали, что хоть кто-то в этой тюрьме народов присоединится. Ни внутри фашистской российской так называемой федерации, ни бывших советских республик. Никто, страны Балтии там сочувствовали, помогали, но они и финансово, и в другом в военном плане не очень сильные были. Израиль нас поддержал. Израиль сказал остановить войну, немедленно прекратить войну. Внутри и Советский Союз, они не особо дергались. У нас были евреи, наши грозненские, наши чеченские евреи, которые поддерживали Джохара, но, к сожалению, этого было недостаточно. Так. Так, Асан, как вы думаете, почему чеченцы сбили, вы говорите, где этот был комментарий, сбили самолет, да, вы говорите? Но чеченцы не сбивали его. Чеченцы это провокация, чтобы нас азербайджанцами натравить. Знаете, сейчас идет усиленно, мы, чеченцы, на Кавказе, после геноцида, вот в оккупации и так далее, но нас все хорошо знают, и мы знаем свою историю. Вот то, что я вам рассказываю, это абсолютная правда. Без пропаганды, без этой российской ФСБшной лжи, абсолютная правда. И нас хотят и турки использовать, и русские хотят использовать. В своих целях, конечно, не ради нас. Кто-то хочет нас против армян настроить, кто-то хочет против азербайджанцев нас настроить. И ведется работа, кто-то против евреев хочет нас настроить. И везде ведется вот это дробление. Чеченцы постоянно вот нами занимаются. Потому что как только мы осознаем, что ни евреи, ни армяне, ни азербайджанцы не являются ни нам врагами, ни друг другу врагами, вот в этот момент мы станем свободными, чеченцы. И вот над нами ведется вот эта работа. Когда пытались сбить самолет, вот этот азербайджанский авиалайнер, его сбили фактически, он просто чудом дотянул до земли, и не все погибли. Да? Вот благодаря вот этим поступкам Россия пытается нас остановить. Мы не сбивали. В Чечне сейчас, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, нету чеченцев в смысле чеченцев, свободных чеченцев. Там заложники. Чеченский народ находится в заложниках. Мы не можем сказать, я каждый свой стрим говорю, не пишите комментарии, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть безопасно,
но все остальное будьте осторожны, потому что у нас находится, там 37-й год уже идет давным-давно. Северная Корея это цветочки по сравнению с том, что проходит в Чечении. И нам все показывают там каких-то блогеров, каких-то там этих и так далее, и так далее, и так далее. Это все Россия. Террористическая банда ФСБ. На сегодняшний день лично занимается мной, моей семьей, моими родственниками не Рамзан Кадыров, а главарь банды УФСБ Дмитрий Кечкин, который занимается провокациями, подлостью и всем и другие там разные еще фамилии есть. Я сейчас все вам называть не буду. Вот ведется против нас работа. Чеченцы находятся в Чеченской республике в заложниках. Понимаете? И если ты как дурачок ходишь там, Ахмад Силас, там Россия, немощь, там вот это кричишь, что тебя заставляют, да, полезный идиот, там работай, развивайся. Все остальные находятся абсолютно в бесправном положении. Абсолютно на бесправном положении. У нас нету ни ПВО, даже у этих бандитов нет ПВО. Это все Россия делает. И азербайджанский лайнер обстреливали они. Так, абсолютно с вами согласен, Галина Кунц. Друзья, смотрите этот канал и поддерживайте. Это истинная правда, которая некоторым лжецам и подонкам, как серпом по ушам. Знаете, украинцы, если склонитесь перед русскими, знаете, то же самое будет и про вас говорить, как вы видите, что пишут русские. Не расслабляйтесь и не верьте этим фашистам, они неисправимый народ. Абсолютно с тобой согласен, Буря. Еще знаешь, я бы дополнил бы тебя. Если украинцы проиграют, то сейчас их сегодняшнее положение украинцев, это покажется им раем. Они, вот пусть украинцы спросят тех, кто из плена у них возвращается, из русских концлагерей, кто возвращается. Вот они в аду будут находиться. Вот пусть они просто, они не понимают некоторые, они кто воевал, кто в плену был, они понимают. А вот в основном некоторые думают, ну нормальные же, можно договориться, по-русски говорят и так далее. Да, да, нормальные русские, абсолютно простые русские, это соседи ваши, нормальные люди. Но не дай бог вам попасть в эту систему, которая вас будет перемалывать просто. Они не остановятся ни перед чем. Они не унижение, детей, убийства. У них никаких тормозов нет. Ничего нет. Понимаете? Лучше сопротивляться. Особенно, когда есть чем сопротивляться, есть силы, и весь мир помогает. Так что ни в коем случае. Почему ущемленные нации в составе РФ не хотят объединиться с Украиной в борьбе против РФ? Зизи Фокс, ну какие нации, о чем вы говорите? Я просто не могу понять. Смотрите, внутри Российской Федерации, когда развалился Советский Союз, возьмем кавказские, например, народы, возьмем даже Бурятию, там, Якутию и так далее. Эти народы не попробовали объединиться. Самосознание, национального самосознания не пробудилось массово. Да, были отдельные люди, до сих пор есть, которые с тех пор пытаются, борются. Там и татары есть, и буряты есть, и якуты есть. Но они стали маргиналами. Кроме чеченцев на Кавказе практически никто не поднялся. Вообще никто не поднялся. Никто не объявил о своей свободе, независимости. Не было самосознания у этих людей. Мы, чеченцы, мы готовы. Сейчас вот Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику оккупированной, что над нами совершен геноцид. Это огромное достижение, которое сделала Украина уже после широкомасштабного вторжения.
И именно то, что признали геноцид, совершенный над нами, это колоссальное. Для нас это колоссальная поддержка. Ну что сделала пятая колонна в Украине? Туда пригласили Ахмеда Закаева, открыли канал Freedom, Кавказка, по-моему, называется. Там 90% вся российская агентура. Ахмед Закаев работает на Россию. Ахмед Закаев делает то, что выгодно России. Он сливал нашу Ичкерию. Понимаете? И вы пытаетесь, там ваши, кто-то там, какие-то дельцы пытаются перехватить инициативу. А чеченцы мы-то видим, мы знаем, кто такой Ахмед Закаев. Я его поддерживал, кстати говоря, когда сюда приехал. Я думал, человек реально борется за свободу и так далее, и так далее. Пока меня, его окружение, так называемое его правительство, а я это называю, он актер, он играет игру. И я называю театральной труппой, которую он собрал вокруг себя. Пока его люди, его человек, поголовно, поименно я все сказал, написал, и об этом уже давно известно, перед началом широкомасштабного вторжения в Украину, меня человек из так называемого правительства Ахмед Закаева склонял работать на российскую разведку. Понимаете? После этого меня облили холодной водой, я осознал, что это агентура ГБшная, ГРУшная работает. А потом уже новые факты открылись. На Ахмеде Закаеве печати ставить негде на самом-то деле. И вы вот занимаетесь этими людьми. А вот наш президиум в лице Аллы Дудаевой, Ахьяда Идигова, других людей президиум, правительства, единственный легитимный орган власти чеченского народа, вы его сторонитесь. Но когда Верховная Рада принимала постановление, решение о том, что Чеченская Республика Ичкерия оккупированная территория и над нами совершен геноцид, ваши юристы и ваши профессионалы консультировались и договаривались Аядом Идиговым с нашим президиумом, не с Закаевым, который абсолютно безграмотен в этом смысле. А именно с ним. Значит, вы знаете, кто является легитимной властью. Но для чего-то вы не берете этих людей к себе. Для чего? Кто это делает? Я вижу только КГБ УССР работает в этом смысле. КГБ УССР. И поэтому у вас нету если бы там были бы настоящие чеченцы, там есть настоящие чеченцы, но они сейчас не афишируются, они незаметны. Если бы наша легитимная власть призвали, открыли посольство, все чеченцы Европы, более 350 тысяч, да, и десятки тысяч мужчин у нас. А это вы не представляете, какая сила. Мы против России в первую русско-чеченскую войну 3-4 тысячи нас воевало. Да, весь народ помогал. Но воевало 3-4 тысячи. Во вторую войну, может, 10 тысяч, 15 тысяч их было. И если бы десятки тысяч, 10 тысяч чеченских бойцов собрались бы, вооружились бы в Украине, вся вот эта кадыровская банды, они бы, во-первых, может быть, перешли бы. Или же просто исчезли бы, потому что уже эффекта не было бы, понимаете, потому что на той стороне есть. А сейчас вот там несколько человек ходят, потому что все понимают, кто такой Закаев. Это я не знал, я думал, что это тоже патриот, помогал, бегал, пиарил и так далее. Пока мне умные люди меня не взяли, сказали, пока меня не попробовали вербануть, а потом после этого, когда я уже раскрылся, все поняли, что я просто верил той же пропаганде. Вот как делается. Конечно, мы, чеченцы, помогли. Я, например, с первых дней, с 13 года, с 14 у вас началось, я с 13 года за Украину. Топлю, рассказываю украинцам, что у вас будет война. Потому что все это было видно. За год еще я это видел. Потому что работал адвокатом, работал правозащитником, и чеченцы были задействованы в криминогенной обстановке в Украине. То есть не чеченцы, а ГРУшники чеченской национальности. И я получал информацию, наблюдал за всем и фиксировал. И делал выводы, как сейчас делаю выводы, что Дальний Восток, часть Сибири, Тува, все это уйдет Китаю. Вот я вам за несколько лет это говорю, за 2-3 года говорю. Тогда я тоже это знал. Как-то так, друзья. Друзья, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Спасибо, распространяйте ссылку, если вам это безопасно. Распространяйте ссылку на наш стрим. Подписывайтесь. Слава Украине. Все будет Ичкерия. God bless America.
Ам Израиль Хай, живе Беларусь, вива Грузия. Всего самого хорошего, друзья. Алга, Казахстан. До свидания.